Hatırlayman balalığım, koy etrafın, dağların, çobanların yaylalarga aydaganda koyların. Hatırlayman çokrak suvun, koyumuzdan akkanın, gugumler men kızlar kelip su sepip oynaganın. Hatırlayman davulcunu, çokmar urup çalganın, oynaganım korup anam kolga alıp öpkenin. Hatırlayman sürgün devrin, tağında kapı kastılar, NKVD askerleri icretlikке aldılar. В этой деревне папа посадил 4 тополя. Он сказал, вот у меня 4 детей, 4 тополя для них. Я увижу, не увижу, но вы обязательно увидите, как эти тополя вырастут. Ну и он во время войны погиб, нас депортировали. И когда уже мы вернулись с депортации, я приехал в эту деревню, увидел, стоит один тополь всего. Вот этот один тополь послужил мне написать стихотворение. В семье у нас было 4 детей. Мама работала в колхозе. Тогда в этом деревне выращивали табак. Все женщины собирали табак и на нитку одевали и сушили. А отец у меня был садовником. В детстве помню один эпизод до депортации, до военного периода, когда по колено снег, кто-то меня посадил на лошадь, у нас была лошадь, и на лошадь вели поить водой речки, ну, к речке, где родниковая вода. И я помню, как с этой лошади упал на снег. Помню соба, печка во дворе, в которой мама пекла хлеб до войны. Помню, как девочки приходили с кувшинами, набирали воды, брызгали, игрались. Жизнь была беспечная, деревенская. 18 мая, рано утром, я помню такой эпизод, что вот какие-то вещи собирали в узел, закапывали во дворе, чтобы думали, что вернется там спрятать. Ну, что там они смогли брать, я не знаю, но в крайнем случае во время депортации кушать было нечего. Вот я не помню, чтобы какие-то мамели, это муки из кукурузы, что ли, какие-то они взяли с собой и по дороге делали мамалыгу. Наверное, скорее всего, мамалыга нас и спасла. Но я помню, как мы в вагоне ехали, я помню, как нас везли туда, я помню, как суетились здесь, как эти солдаты нас в машину загоняли. В каждой остановке ходишь, за водой бежишь. Вот я с братом, с этим кувшинчиком побежали за водой. Он-то побежал вперед, а я-то спотыкнулся, упал и потерял. Чуть меня я не остался на вокзале. Все вагоны одинаковые. Какой-то мужчина меня все-таки сумел вкинуть в вагон и к маме руки. В 55-й год, 57-е годы я где-то, когда учился в школе, начал в Дворец пионеров ходить, музыкой заниматься. В музыкальную школу ходил, в Дворец пионеров ходил. Когда все, в 57 год приехали из Ташкента набор делать пианистов, скрипачей, там, народников. И в это время меня тоже забрали в Ташкент. Я 4 года учился на виолончели Хамзе училище и 5 лет учился в консерватории. Вот так стал музыкантом.
закончил консерваторию, и Министерство культуры направило меня работать в город Анджан. И я 24 с лишним проработал в Анджанском музыкальном театре, десяток спектаклей музыкальных ставил, драматических. В общем, профессия была дирижер театрального оркестра. В 90-й год, апрель месяц, создание Крымско-татарского музыкального театра. И в этот театр меня, как главного дирижера Анджанского театра, Ильяс Бахшиш заранее мне предупредил, письмо прислал, у меня это письма лежат, его подписью, и я приехал работать. Тут же начал работать над Насреддин Ходжа спектаклем. Потом, после премьеры, приехал Эдем Налбантов, Дубарал Той, поставил с ним. Алим Айдамак, музыкальный спектакль поставил Джемиль Карикова. Адын Чихача Джаран Чхсан, Ильяс Бахша. И делал Гузель Крым. Концертную программу я сделал в Украинском театре, объединил около 60 хор, оркестр расширил. И вот тогда Феми Мустафаева впервые я пригласил на этот концерт, когда он «Долганда ерем ешелде Крым» пел, весь зал Украинского театра стоя аплодировали от начала до конца этой песни. Мы, короче говоря, по всему Крыму ездили. Это такой был радость для нашего народа, я тебе передать не могу. Короче, на сцену выбегали после спектакля, обнимали, плакали, что за столько лет они уже у себя на родине, на своем родном языке смотрят спектакль. С 91-го года, в декабре месяце, мама инсульт, умерла. И вот в 92 году, в марте 5 числа, я впервые написал «Душа матери» стихотворение. И пошло-поехало. У меня мой педагог Юнус Кандым все время редактировал. Я же институт не заканчивал, филологию я на русском учился там. Ты знаешь, орфография национальная наша. Он мне все корректировал, все делал. Закай, у тебя что-то получается. Я его потом на сцене читал. Я, например, оркестром продирижировал увертюру. Потом ухожу, флейта играет какую-то мелодию. Я выхожу на этом фоне, читаю. Там люди слезы были. Это не только я своей маме посвящал. Это тысячами женщин, которые прививали любовь к своей родине и не смогли вернуться на родину. Меня никогда романтика не вдохновляла, меня всегда поглощало скорбное такое тяжелое отношение, положение моего народа. Поэтому в моей поэзии она все отражается боль и страдания моего народа. Потом я уже начал читать и Бекир Чобанзаде, и Амди Герайбай, наших классиков. Ты знаешь, мы не знали о наших классиках. Нам вообще было только у нас, оказывается, Гаспринский, Номан Челебеджихан, Бекир Чобанзаде, Амди Герайбай, Шамиль Аладдин, Эшреф Шемизаде, да еще десяток классиков, поэтов, писателей. Мы же не знали. Вот когда уже вернулись на родину, я читаю Бекир Чобанзаде. «Бір izin беріңіз, yurtыма қайтайым. Yurtыма қайтқан сон дердімді айтайым. Батыдан келейім қанатым açıp, суылған yürekке ateşler saçıp. Не мырза бар союмдай толы бір бай. Бабам бір чобан, анам Зайдабай. Бір izin беріңіз бақырып кірейім, Крымда, Қашқарда жұрттым деп жүрейім. И это она меня вдохновляла. Это
И когда на сцене стоишь у микрофона, когда зрители тебя слушают, ну, все-таки театрал есть театрал. Я же очень много ведущих артистов, узбеков, драматических артистов, знаю всех и слышал их. Поэтому от них мне все это осталось, этот драматизм. А это наша жизнь, сама драма. Вот это положение, само драма было. И особенно тот период 90 по 95-е годы, когда я еще работал в театре. Работаю с 8-го года над книгой «Крымско-татарское музыкальное искусство». Где-то будет 450 страниц, и туда войдут все, что касается музыки крымских татар до военного периода и на нынешнее время. У меня жена инженер-экономист Мунира Османова. Она родилась в Керчи, в Ленинском районе, Ташлы-Яры. Вот, у меня 3 сына, у меня 5 внуков. Хвала Аллаху, я прожил нормальную жизнь, жив, здоров, дожил до этого возраста. Когда-то я еще мечтал дожить до 60 лет, выйти на пенсию, сидеть и отдыхать. Но, к сожалению, оказывается, так не бывает. И 70 лет, и 80 лет, пока человек живет, он что-то делает. Если, в общем-то, взять, я очень горд и доволен тем, что сегодня я имею. Это не всем дано. Родиться вот здесь, в моей деревне, попасть в Кишлак, Коканд, самая трущоба Узбекистана, выжить, выучиться и вернуться на родину с семьей, детьми. Это большое счастье. Это немногим дано. Но я поэтому счастливый человек, что я сегодня живу на родине.